Каролина, я просмотрела вашу биографию, как выяснилось, у вас есть большие спортивные достижения. Вы мастер спорта по художественной гимнастике, трехкратная чемпионка России, чемпионка Европы, победитель международных Дельфийских игр. И на сегодняшний день вы являетесь основательницей Центра спортивной гимнастики в Грозном. И как результат, получается, вы связали свою жизнь с Чеченской Республикой. Расскажите, как так получилось, почему именно Грозный? Получилось на самом деле очень интересно. После спортивной карьеры я ушла в хореографию. Здесь проходит замечательный конкурс имени Махмуда Эзимбаева. Меня пригласили на конкурс. Так впервые я побывала. В 2014 году это было. Мы жили в Высотках, в Грозном-Сити, в Чеченской Республике. Но вот с тех пор, я думаю, и всегда об этом говорю, приехав сюда однажды, равнодушным уехать невозможно. Республика очень понравилась. Мы здесь жили где-то дней 5-7. Успели посмотреть все, плюс мы безумно хотели остаться еще, но, к сожалению, уже все по графику, должны были ехать. С тех пор у меня зародилась идея именно создания гимнастики, потому что я вижу, что хореография искусства на высоком уровне, а что касается гимнастики, спортивной и художественной гимнастики, я здесь ее не увидела. Вот, так вот и зародилась идея, и то есть я думала год. Я не сразу приехала, я очень много думала, очень много наблюдала за республикой. То есть я, приехав сюда, потом начала подписываться в Инстаграм, смотреть за республикой, следить, находить какие-то связи, знакомства. Ну, так вот и пошло. Каролина, с каким чувством вы ехали в республику и какой вы ее нашли? Я ехала с большим энтузиазмом, с большими намерениями. То есть я очень хотела много сделать на самом деле. Пока все идет как планировалось. Не без трудностей. Я приехала, конечно же, все легко не далось. Я первое время была набегами, скажем так. То есть я приехала, первое время я расклеила объявление, сделали мы первый набор детей. Я уехала в Астрахань. То есть сразу же после звонки мы набрали детишек. Потом я опять снова приехала. У меня была работа в Астрахани, я работала. У меня тоже там были детишки, порядком 150 человек. Вот, я уезжала, приезжала. Я говорила, что у меня командировки таким обманным путем. Наверное, полгода. Я ездила на 2 города, я работала на 2 города. Работала здесь, уезжала, садилась за руль, чемоданы и обратно в Астрахань. Работала в Астрахани, приезжала сюда. Вот. Ну, безумно хотелось, конечно же, здесь и остаться, и работать. Ну, не заставила долго себя ждать. То есть и результат, и дети, и отношения родителей. То есть я считаю, что получилось довольно-таки все быстро на сегодняшний день. К сожалению, порой у жителей других регионов России при упоминании Чеченской Республики возникают ассоциации с той Чечней, военной Чечней, когда жизнь здесь была неспокойная, но приехав сюда и увидев регион в том виде, в котором он сегодня, их мнение в корне менялось. Вот в вашей истории такой момент имел место быть? Имел место быть у меня, у моей семьи. Когда я сюда поехала, я не говорила маме. То есть я сказала, что я уехала в Татарстан первое время, потому что все нужно было спокойно. Но, к сожалению, есть такое и по сей день. Мне очень хочется громко заявить и сказать, что на самом деле здесь очень спокойно. Чеченская Республика – это то место, где можно творить, можно делать. То есть здесь очень много возможностей, на самом деле, очень много перспектив. Я хочу смело заявить, что это все возможно. И приехав сюда, я увидела в первую очередь поддержку людей. То есть тех деток, которые пришли ко мне, родителей, их желание что-то делать, их желание творить и желание заниматься. Их поддержка для меня была очень большая, весомая. Я очень благодарна своей первой группе. Сейчас это под названием D1. Это мои первооткрыватели, скажем так. Те родители, которые мне помогли. Вплоть до того, что я жила в съемной квартире, мне давали чашки, ложки, вилки. Вот так вот все начиналось. То есть вам удалось познакомиться с тем самым чеченским гостеприимством, да, о котором так часто говорят? В первую очередь с ним. А я думаю, знаете, что это в первую очередь и привлекает. То есть отношение людей к гостям. Даже если мы соседи, друг к другу отношения, то есть это очень-очень привлекает, конечно. Каролина, тяжело было вначале менять место жительства, общество, в котором вы находитесь, пытаться ужиться с менталитетами и обычаями другого народа? Иными словами, как вас встретила Чечня? Сначала было, конечно, тяжеловато.
Я говорю, я не видела в глазах огонь, я не видела никаких препятствий. Я сама по себе человек рисковый. То есть я привыкла, я работала в Питере, я была в Москве, я в Астрахани. Начиная с 5 лет я занималась гимнастикой и очень много путешествую с детства. То есть первый мой выезд это было в 7 лет. Вот, и с тех пор я безумно люблю путешествия, поэтому сюда приехать мне не составило никакого труда. Собрала чемодан, закинула и приехала, скажем так, даже не имея здесь ни квартиры. То есть я все быстро обустроилась, мы обросли связями, скажем так, и все началось. Сначала было тяжеловато, да. Но я считаю, что довольно-таки быстро все получилось, потому что, опять говорю, здесь очень большая перспектива и очень много идей, на самом деле, не только по гимнастике, но и других сидит идей, которых можно реализовать, то, чего здесь нет, то, что можно внести. То есть, можно сказать, здесь не вспаханное поле, то, что можно здесь реализовать на самом деле. Начинала я одна. На сегодняшний день наша команда составляет немного 5 человек. И это Астрахань, Таганрог, Ростов-на-Дону, Ульяновск. Вот, тренера все приезжие, тренера довольные. Приглашали мы, конечно, аккуратно. Приглашаем, говорим, что на маленький срок вы приедете на 2-3 месяца. Если не понравится, вы уедете. Нет, на сегодняшний день все прекрасны, все очень довольны и остаются с большим удовольствием. Расскажите немного о вашей спортивной карьере. Уверена, чтобы достигнуть таких успехов, которые достигли вы, нужно очень долго и упорно трудиться. Думаю, вам есть что рассказать. Гимнастика – это моя жизнь. То, что я связалась с 5 лет, я всегда знала, кем я буду, куда я иду, чем я буду заниматься, чего я хочу. То есть, на самом деле, спорт дисциплинирует очень. Дисциплинирует, и ребенок с детства знает пошагово, куда он идет, чего он хочет. Это все во время тренировок, это все прививает на самом деле тренер и спорт. Ну и характер, и родители, я считаю, очень много дают. Вот. Много трудились, много тренировались. Огромное спасибо моей маме. Моя мама жила не в городе, жила в деревне, в селе, скажем так, где не было ни спорта, ни хореографии, ничего. Мама все видела по телевизору, как выступали прекрасные гимнастки, фигуристки. Вот родилась дочь, и мама решила все вложить в меня. Помимо спорта я занималась параллельно. В 5 лет меня отдали в гимнастику, в 7 лет в школу, даже в 6 я пошла в школу, в 7 лет пошла в музыкальную школу. Я закончила музыкальную школу. Школа у меня была с гуманитарным уклоном. То есть мой день с детства был расписан с 7 утра до 9 вечера. Вот, и моя мама вложила все в меня. Да, и я успевала все. То есть если говорят, ребенок очень загружен, ничего подобного. То есть я развивалась во всех аспектах, и тем самым в спорте. То есть если чуть скатываемся, учебники в дневниках, маленькие троечки появляются сразу, не пойдешь на гимнастику. Все, мы садились за уроки, проверяли, тренер брал наш дневник. Никаких троек. То есть мы успевали везде заниматься и учиться при этом хорошо. Вот так вот удалось. Я очень, на самом деле, рано получила корочку мастера спорта и закончила спортивную карьеру. Потом пошла в хореографию. Хореография тоже с спортивным уклоном, все с гимнастикой, с акробатикой, с гимнастикой. Алин, поговорим о вашем центре. Когда у вас начала зарождаться эта идея, как долго вы планировали и довольны ли вы результатом? На самом деле, я не то, что чем-то бываю недовольна, но всегда хочется большего. Один раз меня сестра остановила и сказала: стоп, посмотри, что было год назад. Разве ты могла мечтать об этом, что у тебя есть на сегодняшний день? На самом деле все происходит довольно-таки быстро. Да? Мы видим, как время движется безумно быстро, как дети растут. И как я вот вроде только приехала, уже время прошло, уже 1,5 года прошло, как я здесь. Я, когда увидела на самом деле детей, я поняла, что это то, что мне нужно. Потому что дети очень талантливые, очень перспективные. Помимо того, что дети соперничают между собой, в спорте это очень важно. То есть я хочу быть первым, я хочу быть первым. Мне не нужно будет детей. Вставай, давай делай, давайте соревноваться. Нет, мне их приходится, наоборот, утихомиривать, успокаивать. И помимо желания, огня, который есть в детях, есть физика. То есть в спорте это очень немаловажно. То есть здесь детки порядком очень здоровые, крепкие мыши. То, что есть программа 2
годовалая программа. Мы эту программу с детьми, смело могу сказать, выполняем за полгода. Вот. Дети осваивают довольно-таки все быстро. Мышечная масса и растяжка, все мы идем, скажем так, через ступеньку перепрыгиваем, потому что дети очень талантливые, схватывают все быстро и реализовываем все гораздо быстрее. Поэтому год прошел, и к нам приехали уже судьи из Астрахани и Москвы. И у нас проходили маленькие между собой соревнования. Судьи были в восторге. Это в том числе и мои тренера, которые меня воспитали. Вот, они были приятно удивлены, насколько все быстро, и что дети в 5-6-летнем возрасте выполняют такие уровни. То есть мы сдали на 3-й, на 2-й юношеские разряды. Алин, вы как-то говорили о том, что к вам приходят заниматься разные детки, и группа у вас довольно-таки интернациональная. Расскажите, как ладят между собой дети? И вот вопросы интернациональной или религиозной принадлежности, они им не мешают в общении и в занятиях? Очень огромный интернационал. Для меня это было удивление, скажем так. Несмотря на то, что я из Астрахани, где очень большой интернационал развитый, я думаю, здесь очень узкопрофильный, и одна нация. Нет, по истечению времени, видимо, друг другу передают очень много наций. Это русские, чеченцы, татары, кумыки, даргинка. Из Чехии, из Дубая у нас очень много приезжих. Детки безумно ладят друг с другом, то есть мы никакого национального конфликта не видим. Ни конфликта, ни каких-то барьеров нету. Дети все общаются, дружат. Помимо детей очень дружат и родители. Мы видим, как происходит сплачивание у нас в раздевалочках родителей, и мы видим, как потом родители встречаются за пределами тренировочного зала, что начинается общение с семьями, очень прекрасно на самом деле это, и никаких ни религиозных, ни национальных вопросов, конфликтов, наоборот, дети очень счастливы, общаются, и мы узнаем много нового друг о друге, там, где мы жили. Дети рассказывают, как они приехали, как было там, как здесь. То есть очень много познавательного, интересного дети друг о друге узнают. Ралина, какова ваша цель именно в Чеченской Республике? То, чего бы вам здесь хотелось достигнуть? Опять скажу, начинали мы с 5 человек. На сегодняшний день это более 300 человек детей. Это за 1,5 года. Для меня это, конечно, идет быстрее, чем планировалось. Это радостно. И несмотря на то, что я такой человек, схватываю там, тут, здесь, амбиции большие. И это хорошо. Я считаю, что, скажем так, как мне всегда мама говорит, немножко убавь свой аппетит. Но я думаю, это не стоит делать. Чемпионат России. Уже в конце октября мы с детьми собираемся в Астрахань. Нас приглашают в Астрахань, мой родной город, наши тренера. У нас будет проходить чемпионат России. После Астраханской области нас пригласили в декабре, уже в Смоленск. Тоже первенство России по спортивной гимнастике. Детки у нас собираются на чемпионаты России. После России мы планируем, это чемпионат Европы. После Европы, конечно же, мир. Но у нас очень большие, скажем так, планы выехать на мир, показать себя, показать, кто мы. На самом деле, что мы делаем. Это по чемпионатам. Еще есть такая идея, скажем так, помимо профессиональных спортсменов, мне очень хочется реализовать проект «Здоровье нации». У нас занимаются детки не только здоровые, да, естественно, со справочками. У меня есть специальная программа. У нас работают детки ДЦП. В легкой форме, конечно же. Я знаю, где какая мышца находится, как нужно что развить. Да? Если я вижу, что я могу ребенку помочь, к нам ребенок приходит, у нас есть успехи. Плюс дети занимаются индивидуально, потом детки переходят в общую программу, в общую группу. Они занимаются вместе. То есть мне хочется реализовать проект «Здоровье нации». Естественно, я вижу, что Чеченская Республика – это спорт, в первую очередь спорт. И, как сказал глава республики, то есть здесь очень много спортсменов, и здесь делается все, чтобы развить спорт. Мне бы хотелось создать именно и помочь республике создать именно кузницу спортсменов. Спортивная гимнастика – это то, я считаю, что с чего должен начинать каждый маленький спортсмен. Это фундамент. Начиная с 3 лет, с 4 лет, достигая к 10 годам, ребенок может уйти в любой вид спорта.
И именно мне хотелось бы создать кузницу спортсменов, ту базу, тот фундаментальный, скажем так, фундаментальную основу, откуда дети могут начинать и продолжать дальше спортивную карьеру, ну или просто вырасти здоровыми детьми, здоровыми, счастливыми, скажем так, развитыми детьми. А по достижению своих целей вы планируете свое дальнейшее пребывание в регионе? Я думаю, я уже связала. На самом деле, когда не было мысли уехать. То есть, естественно, я уезжала домой. Было сложно. Это мама, это папа, это родные, близкие. У нас очень много родных, близких. Уехать, кажется, иногда уезжаешь, думаешь, нет, я сейчас поеду обратно домой. Все. Ну, приехав сюда, я это все вижу, и загорается снова огонь, и нет, не хочется уезжать, хочется делать, творить. Естественно, я очень часто ездю домой. Сегодня я могу себе это позволить. Вот. Да, я связалась, считаю, что жизнь, и мне не хочется уезжать, мне хочется сделать намного больше, и на сегодняшний день, я говорю, наши планы реализуются, и мы растем. Нам хочется создать некую, скажем так, может, это громко звучит, спортивную империю. Спортивная гимнастика, я считаю, что сегодня это динамично развивающийся вид спорта, и Россия всегда была лидирующей. Вот. Ну и мы хотим, чтобы в России Чеченская Республика стала одной из самых сильных, и та база, откуда будут выходить спортсмены. Галина, я бы хотела поблагодарить вас за эту беседу. Я желаю вам успехов в достижении новых целей, покорении новых высот. Спасибо, что нашли для нас время. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо, приятно было общаться.